Поздравляем тебя с Новым годом! Сказка, ложь, давний намек. Добрым молодцам урок. Александр Сергеевич Пушкин. Сказки появились в древности, как осколки мифов. В них искренне верили, видя мир по-другому, в волшебном измерении. Сказки предназначались вовсе не для детей. Они были интересны всем, ведь они напоминали о человеческом взрослении и жизненном предназначении, попутно объясняя многие природные явления. Молодежь через них проходила обряд посвящения во взрослую жизнь. Поэтому сказка изначально связана с серьезными вещами, необходимыми для жизни. К древним сказкам относятся сказки о животных, тотемах, которые напоминали, людей какого племени надо остерегаться, а на каком, например, жениться. Люди знали свой род, произошедший от определенного животного. Это животное было покровителем рода. Таких животных почитали, на них не охотились. Позднее сказки стали объяснительными конструкциями, рассказывающими об устройстве природных объектов и закономерностях, потом стали высмеивать людские пороки. Главная особенность сказки – ее занимательный, волшебный сюжет, умышленно искажающий законы действительности. Самые поздние сказки – бытовые. В них герои – люди, наделенные определенными качествами, как храбрость, смелость, лень или глупость. Самые интересные для детей – волшебные сказки. В них развитие сюжета происходит с героями, наделенными волшебными качествами. Порой там действуют и чудесные сказочные существа. Академия наук Якутии дарит детям республики волшебную сказку, рассказывающую о древней истории нашего края. Она называется «К благословенным лугам. Приключения мамонтовой лошадки в ледниковом периоде». Вы ее можете почитать своим детям или дать почитать по ссылкам, приведенным ниже в описании к видео. Замечательные иллюстрации, оживившие сказку, написанную Ираидой Поповой, сделала якутский художник Антонина Шадрина. Книга издана в издательстве Национальной библиотеки Республики Саха. В этом видео мы расскажем вам о том, как создавалась сказка, какие события ей предшествовали, что думали сами авторы сказки, когда ее создавали. Приятного просмотра! Родители воспитывали, да, в советское время росла. У нас такие книжки хорошие были в детстве. Они все были отрисованы, каждый автор имел свой взгляд. Каждая сказка, она не повторялась, можно сказать, да. А сейчас проблема стоит острая такая, что все делается цифровым методом. И за счет этого исчезает индивидуальность иллюстрации. Они мертвые, они без души получаются. И цвет ужасный, я вот так думаю. Сказка же это же как энергия. Это как бы теплота человеческая, да? Вот писатель написал какую-то сказку, и когда ты читаешь, ты ощущаешь эту теплоту, или это, например, какое-то состояние, когда тебе грустно или весело. И когда художник, живой человек это рисует, иллюстрирует, он передает через себя вот писательскую вот это состояние. Вы знаете, я приверженец традиционной бумажной версии. Я люблю вот эти иллюстрации не компьютерные, а именно нарисованные художником. И когда я сама сейчас создавала свою книгу, сборник детских стихов, то я искала художника, который работает именно в такой традиционной технике. И, к счастью, нашла. И эти иллюстрации стали очень действительно живыми и красивыми. Живыми. Вот это ощущение, оно пропадает, когда мы смотрим на компьютерные рисунки. Поэтому я призываю всех все-таки читать книгу. Это же определенная культура. Листать книгу бумажную, вот эти страницы, разбирать вот этот текст, написанный на бумаге, возвращаться к тем местам, которые заинтересовали в книге. Это все очень важно. Это действительно культура чтения, я думаю, что она должна быть, поэтому все за бумажную книгу. Вначале как-то было немножко непонятно, да? А потом, когда иллюстрация пошла, там уже какое-то волшебство появилось. Вот эти персонажи, да, такие детские, добрые такие,
А сама сказка интересна тем, что там прям с научной точки зрения прослеживается и прям миграция, вот это все, вот эти наша природа, да, и вот эта мамонтовая фауна, там все так описано очень хорошо. И когда вот иллюстрируешь, мне кажется, вот детям намного легче будет восприниматься вот этот текст. И ощущение того, что это не лошадки, а люди, наши предки, да, переселялись вот так. Но образно это передается через животных. И это Очень интересная мысль. Это очень интересно на самом деле. И самое интересное, что вот мамонтовая фауна, травы, которые вот до сих пор есть, да, вот находят же вот останки животных. И в желудке же то же самое же находят. Это же самое интересное. И когда вот я в тот раз тоже рассказывала своим ученикам, я говорю, если бы наша вот вечная мерзлота, там, я говорю, аласы, там, корма стало меньше, да, из-за этого мамонты как бы исчезли. Есть же такая теория, да? И я им говорю, а вдруг все бы не поменялось, у нас вместо как бы коров и лошадей были бы мамонты. С одной стороны, думаю, что все говорят, что мы пришлый народ, а на самом деле я думаю, что мы коренной народ, потому что вот эта лошадка якутская наша, мне кажется, это вообще 100% доказывает, что мы вообще тут всегда были. И мы постепенно вот эволюцию прошли и пришли до современности. Вы все знаете, что мы живем в эпоху перемен. Это прямо какие-то такие тектонические сдвиги сейчас происходят, эпохальные какие-то изменения. И я думаю, что, отзываясь на эти изменения, будет меняться и детская сказка, вообще истории для детей. Ну, те сдвиги, которые сейчас происходят, исторические, они мне нравятся, они мне очень импонируют. Я думаю, что и сказка будет меняться в том же ключе. Будут возвращаться те наши традиционные ценности, на которых вообще зиждется все наше общество. Основы основ. Я надеюсь, что они будут возвращаться, и вот таким образом сказка будет меняться. Начали мы работать, наверное, уже 1,5 года назад. Да? Мне позвонил Алексей Пудов вот, и сказал, что вообще есть замечательный проект, вот, и нужно будет об этом поговорить. Я получила синопсис этого проекта. Вот. Но у меня возникли свои другие идеи. Знаете почему? Потому что я вообще очень интересовалась лошадьми. Ну, во-первых, я считаю, что первый друг человека – это все-таки не собака, это все-таки лошадь. Это именно благодаря лошади выжили очень многие народы. Именно поэтому все дети очень любят лошадей, очень любят жеребят. И, в общем, лошадь и человек на самом деле как будто бы составляют одно целое. Это же и есть кентавр. В детстве я тоже спрашивала у своего папы. Моего отца зовут Гаврил Васильевич Попов, он первый этимолог якутского языка. И вот он мне рассказывал, показывал по детской энциклопедии. Тогда была советская детская энциклопедия, большая такая серая. А до этого еще было первое издание, оранжевое такое красивое. Здесь жило очень много разных племен, вот, людей. И они выживали вот за счет этих пластиценных других животных, в том числе насчет мамонта. Вот. И когда пришла пора уходить мамонтам, уходить в кавычках, да, на смену этим животным появились лошади. Они тоже появились как будто из ниоткуда. Но они в плейстоценовое время, и даже 4 вида лошади было. Вот это оленензис, колымензис, лошадь Вера, а 4-ю даже и не помню. И современная якутская лошадь как раз по своим морфологическим каким-то строениям очень похожа на ленензис, которая жила вот как раз в бассейне реки Лена. Возможно, они как-то адаптировались здесь, как будто в ледниковых условиях, и как-то видоизменились. А возможно, они смешались с той лошадью, которая изначально здесь была. И наша якутская лошадка, она уникальна. Это совершенно универсальное животное. Это замечательный друг. Ну, как будто слуга человека. Потом животное начинает приручать человека. То есть этот человек
значит, ну вот это вот снег счищает, да, там за копытами следит, подковы делает и так далее, за зубами следит, следит за здоровьем. В наше время это еще и прививки, это ветеринарное обслуживание. Вот, так что это взаимная помощь человека и лошади. Идея о мамонтовидной лошади мне пришла, когда я находился в командировке в Японии. Я там делал доклад о том, чтобы на рынок предложить нашу продукцию. Первый заместитель министра сельского хозяйства, с ним беседовали, он сказал, что будет очень трудно войти с таким предложением в рынок Японии. Даже нету надежды даже. И во-вторых, он сказал, что японцы не могут есть мясо 6-месячного жеребенка. Поедать это как-то для них дико и негуманно. Да? И я задумался над этим и придумал легенду, такую вот легенду, что на территории Верхоянии, на полюсе холода, когда мамонт исчезал, умирал уже, дух холода Чингисхан его душу мамонта взял и вложил в лошадь, якутскую лошадь. И получилась мамонтовидная лошадь. Лошадь, которая выдерживает холода и добывает себе корм из-под снега. И если питаться мясом этой лошади, то человек становится адаптированным к условиям низких температур. И тогда этот же заместитель министра сельского хозяйства подошел ко мне уже, мы с ним разговаривали, и он сказал, что уже в Токио он готов предложить, организовать встречу с людьми, которые могли бы в этом направлении работать. Потому что если развить эту легенду дальше, то получается, что оно может получить востребованность. Леонид Николаевич еще меня попросил, чтобы там были белый медвежонок и тигр. Но белый медвежонок – это символ Арктики. Еще это то животное, которое живет на стыке двух океанов – Северного Ледовитого и Тихого. Вот. И он вот в конце говорит: я хочу к себе домой, к дыханию двух океанов. Вот это дыхание двух океанов – это вот идея как раз вот Леонида Николаевича. Они оказались в этой стае. Медведь, тигр и лошадь. Вот. И они принимают друг друга такими, какие они есть. То есть жеребенок знает, что вот это хищники, но он с ними дружит, он принимает их такими, какие они есть. И среди них есть еще один персонаж интересный, тоже ворон, это символ мудрости. Вот. Но там это надо читать, как их приняли, как сначала приняли жеребенка мамонты и как они приняли все стадо. Мы познакомились с Ираидой Гавриловной Поповой, и она написала очень интересную сказку «Благословенным лугам. Приключения мамонтовой лошадки в ледниковом периоде». И я считаю, что через сказку, вначале сказка, потом наука, потом бизнес, производство. Даже когда-то будет, что мясо мамонта будет называться, продукция стейк. Это будет не мясо мамонта, а мясо мамонтовидной лошади. И далеко не надо ходить. Есть описание, историческое такое описание. Это произошло в село, где на территории Уэдэй, уже в летописи описано, что на этой территории, где сейчас Уэдэй, там у одного богатого, состоятельного человека кобыла родила жеребенка. Он был
выгорелся, жеребенок был полностью волосатым. Боги послали такой знак. И через несколько дней этот жеребенок встал на ноги, и у него были волосы длиной почти доходили до земли. Этот жеребенок вырос до зрелого состояния, стал жеребцом. Очень успешно развивалось коневодство. Жеребец с длинными волосами, он был очень такой нравом добрым, таким нравом добрым, что дети заходили и стояли под ним, и играли, и он подпускал к себе детей. Десяток детей могли туда зайти к нему, и когда их бабушки искали, не могли этих детей обнаружить. Во время исеха этот жеребец заплывал туда и с этого острова ржал. И когда он ржал, с села Ведой было слышно, люди говорили, что будет благополучие, хорошее лето. Это все наталкивает на то, что именно все-таки как мысль на мамонтовидную лошадь. Да? И когда приехал Ведай, был поражен, стоит лошадь с длинными волосами до земли. Они выставили, местные умельцы, чучело сделали. И они мне рассказали то, что я вам сейчас рассказал. Кажется, что в дальнейшем можно было бы снять замечательный мультфильм. Вот. Но это со временем. Это должна... Ага. В театре тоже можно было бы, да. Да, кстати, наверное, я задумаюсь о пьесе. Идей на самом деле много в этом синопсисе, и оттуда можно продолжать еще дальше и дальше. Совсем недавно тоже слезливого котенка нашли, его тоже можно. Да, да, вот как раз про него тоже можно. Очень важно еще, чтобы сами родители тоже были заинтересованы. Когда они читают те же самые сказки фольклорные, например, ну, они хорошие, интересные, но каждый раз фольклорные сказки, это им давно знакомо и, может быть, немножко поднадоело, а нужно, чтобы рассказал заинтересованный человек, вот, чтобы ему самому было интересно. И вот поэтому нужно писать сказки, вот, ну, какие-то вот они и современные, и чтобы они и на фольклоре были основаны, да, и ну, чтобы это было полезно. Очень хорошая вот, сказка, да. Здесь мы предисловие сделали, и эта сказка должна иметь жизнь. Здесь очень хорошая иллюстрирована, да, иллюстрирована. Но здесь еще есть белый медведь есть у нас, да. Здесь есть тигр, есть. Это как бы территория дыхания двух океанов. Проект дыхания двух океанов. Не с науки, а с искусства. Искусство. Это детский, наверное, возможно, даже детская такая музыка должна быть. Детская, юношеская, молодежная. Вот это вот, да? А затем уже наука, затем уже бизнес, приключения в ледниковом периоде. Вот эта фантазия, ну как бы, для детей оно имеет будущее в виде сказки, прекрасное, хорошее будущее для Земли, для землян. И это все используя холодовой ресурс. И для этого нужны знания. Знания, которые дадут фундамент развитию новых технологий, холодовых технологий. Есть ресурс, есть. У нас есть почва для мышления, размышления, есть для занятий, для производства, для развития, для всего, для всего. И это как бы в этой сказке оно имеется. И рекомендую почитать и погрузиться в этот прекрасный мир ледникового периода. Еще есть бык зимы, как он ведет себя. Там есть смешные истории, которые я сейчас не смогу все пересказать.
Значит, там есть истории страшные. И как он это оттуда выходит? Это же целое приключение. Так что прочитайте, пожалуйста, эту сказку своим детям.